Если было бы духовенство, многие вещи можно было выправить. У нас, к сожалению, его и не было, духовенства. Это одно. Второе, я не сторонник обвинять мечети, какие бы они ни были. Тем более имамов в мечети. Почему? Потому что дело имама мечети не в том, чтобы каждого там воспитывать, а дело имама мечети обеспечить там коллективную молитву, пятничную там, или праздничную и так далее. И дело имама мечети, если к нему глава села там, или же родители кого-то провели в плане воспитания, то ли курящий, то ли там наркотик, то ли еще что-то, вот это да. А сам имам мечети, конечно, он не в состоянии физически ходить по селу, там, искать кого-то там, и спрашивать, тем более ему там на каком-то этапе скажут, что ты сюда лезешь, что ты сюда пришел, мы тебя не звали, да? Ему зачем это надо? Поэтому это же не работа имама. У нас привыкли всегда говорят, вот имам, а что он сделает там? Он что, всех знает, что ли? Я в большей степени уверен, что многие другие, он многих и не знает, и не может знать физически, не может знать. Поэтому здесь, когда начинают говорить, какую мечеть, это раз. И второе, знаете, вот у нас в процентном соотношении люди, которые в банд-подполье, которые в Сирию уехали, они с разных мечетей. С разных, и больших, и с маленьких. Нельзя говорить, что они вот с одних мечетей или других. Это попытки на кого-то наговорить, кого-то обвинить в этом плане, увести в сторону след. Да, духовенство в своем классическом варианте, в том числе в этих случаях, должно всегда выступать не в плане, там, показывая пальцы, там, вот там оттуда он вышел, или вот там рядом с этим стоял, а должны, наоборот, по-другому говорить. На кого он уходит, там, какая была основа, чтобы он ушел, на кого он бросил свою мать, своих сестер, свою жену, своего ребенка, и кто за них в ответе. Вот о чем должно духовенство говорить. Противовес тем, кто говорит, что вот ты пойдешь, там взорвешься, пойдешь в рай. А у некоторых наших там людей, которые за это должны отвечать, не хватает на это времени, поэтому, конечно, этого не происходит. Поэтому я говорю, у нас и как не было как такового духовенства в лице, там, я имею в виду, там, непосредственно там, группы лиц в муфтияте, так и не было. А имамы на местах, они свою работу делают. И мы сейчас не должны винить мечети. Это раз. Второе, здесь другой вопрос. В данном случае имам мечети, куда эти ребята ходили, в том числе первый и эти двое, его два наиба были лично знакомы с этими. Этот ликвидированный, насколько я имею информацию, читал в этой мечети азан. То есть они были не случайные люди там. Вот здесь уже вопрос, конечно, будет к имаму. И сегодня оперативные службы у него и спрашивают, и у других тоже спрашивают, и прихожан мечети спрашивают, а почему вы этого не видели, их взглядов, настроения? А если видели, почему меры не приняли? То есть вот здесь есть какие-то зацепки. Когда есть зацепки, конечно, и с имама, независимо там, и с наиба, и с любого там человека надо спрашивать. Если доля вины есть, то и жестко применять все меры по закону к любому, независимо, какой бы он сан ни занимал.